Жительница Сыктывкара Ирина – мама двоих детей. Оба посещают детский сад. С 1 сентября семье положена компенсация родительской платы за услуги дошкольного учреждения. Заявление уже написано. Мы раньше платили за двоих детей в полном размере, и сейчас это, конечно, будет очень ощутимо для нашего семейного бюджета. И эти денежные средства мы можем потратить на дополнительные кружки и секции для наших детей. С 1 сентября рассчитывать на компенсацию могут семьи, чей доход не выше 2,5 прожиточных минимумов на каждого человека. Суммы рассчитаны. Они разные для южных и северных климатических зон республики, впрочем, как и сам МРОД. Благодаря изменению критерия нуждаемости количество получателей поддержки в Коми увеличится в 3 раза – с 18 до 53 тысяч человек. Помощь значительная, средства значительные. И что самое главное, это изменения касаются не только те семьи, которые не получали эту компенсацию, а будут получать, но и те, которые получали, размер компенсации увеличился на 10%. То есть оплата тех, кто уже получал компенсацию за сад, она станет меньше. Теперь республика будет возмещать не 20, а 30% родительской платы за первого ребенка, за второго 50%, а третьего 70%, как и раньше. Тем, кто уже получал льготу, делать ничего не нужно. Перерасчет произойдет автоматически. Для новых получателей установлен переходный период. Есть возможность спокойно собрать документы и сдать их до 1 декабря в детсад или управление дошкольного образования муниципалитета. В таком случае оплату пересчитают с сентября. Тем, кто не имеет официального дохода, например, домохозяйкам, необходимо указать свой социальный статус неработающего в заявлении. Для этого есть отдельная графа. Справки о составе семьи, то есть это паспорт, свидетельство о рождении детей и справки о доходах всех членов семьи, которые получают доход. В основном это, так у нас люди в основном не наемные работники, это справка 2 НДФЛ. Для индивидуальных предпринимателей это налоговая декларация за отчетный период. Справки 2 НДФЛ, доходы необходимо принести за последние 12 месяцев, предшествующих подаче заявлений. То есть в настоящий момент тем, кто будет подавать заявление в октябре, необходимо предоставить документы о доходах с октября 2018 года по сентябрь 2019 года. Таким образом, практически все родители дошколят региона теперь будут платить за детский сад меньше. Как многодетные, так и с одним ребенком. На компенсацию не могут рассчитывать только семьи с высоким достатком, которым льготы и не нужны. В целом, закон о поддержке семей с детьми, инициированный главой Коми, содержит целый комплекс демографических мер. Ежегодно на их реализацию будет выделяться дополнительно 1 300 000 000 рублей. Это и 150 тысяч за рождение первенца, увеличение пособий на ребенка, для беременных и кормящих, на проезд детей, материальная помощь малоимущим на покупку детской одежды. Ольга Коняева, Олег Костромин, телеканал Юрган.